Уже завтра вечером в Коми Республиканской филармонии премьера моноспектакль «Гоголь-сюита». Исполнители – заслуженный артист Республики Коми Дмитрий Уляшов и ансамбль народной музыки «Зарни-Йоль». На темы произведений Николая Гоголя с фрагментами текстов и музыкой Альфреда Шнитке, которая будет представлена в оригинальной аранжировке народного артиста Коми Сергея Гусева. На генеральной репетиции премьеры побывала Юлия Момотова. Мертвые души, портрет, нос, шинель, записки сумасшедшего, Невский проспект, Гоголь-сюита из 6 частей. Все эти повести известны нам еще со школьных парт. Но сегодня они не просто литературные произведения, а единая программа музыкального представления. Фрагменты текстов, они между собой не пересекаются. Они являются иллюстрациями к музыке уже написанной. То есть единой сюжетной линии здесь быть не может, потому что это достаточно большие произведения Гоголя. Что портрет, что шинель. Они хоть и называются повестями, они не короткие. А нам нужно было уместить это все в 1-2, крайне в 3 минуты. И поэтому, допустим, в спектакле «Бал» был из «Ревизора», а у нас «Бал» из «Мертвых душ». То есть мы шли от музыки. Изюминка произведения – само исполнение. Как отмечает художественный руководитель ансамбля, такой музыки в Сыктывкаре ранее еще никто не исполнял. Это оригинальная авторская аранжировка, большое симфоническое произведение для небольшого камерного ансамбля. Безусловно, это большое такое внимание было уделено аранжировке вот этой музыки. Тем более, что это же симфоническая музыка. И чтобы смочь вообще передать все те эмоции, музыкальные образы композитора, пришлось много поработать над этим. Мало того, что написать, да, и еще все это сыграть и исполнить. И так как мы очень много используем ударных инструментов, это опять нам не свойственно. А сам текст сюиты прозвучит в исполнении заслуженного артиста Республики Коми Дмитрия Уляшова. Его задача – наиболее ярко передать полотно не сочетающихся между собой мотивов, часто вызывающих смех, абсурдность слов и сочувствие к трагичной жизни описанных Гоголем героев. И при этом всем представить в единстве с музыкой. Сложный момент тут один – это восприятие текста. Гоголь все-таки не писал современным языком. Там немножечко текст такой, можно сказать, даже замудренный для современного восприятия. Это сложно. И читать сложно без, вот так вот просто, если взять сразу, как вот я только получил текст на руки, начал читать, я запинался, я путался, у меня не складывалось слова нужные, там добавлялись некоторые огласовки другие, которые здесь не используются в современной жизни. В финальном эпизоде премьеры зрителей будет ожидать еще один сюрприз. Дмитрий Уляшов заиграет на тубе. Артист признается, хоть его первая музыкальная специальность связана с духовым оркестром, инструмент в руках последний раз держал 30 лет назад. Вспоминать пришлось, потому что я 30 лет не брал в руки инструмент. И вдруг так раз, а почему бы нет, давайте попробуем. А что из этого выйдет, увидим завтра. А любителя Гоголя и симфонической музыки уже завтра вечером смогут насладиться музыкальным представлением. Особый интерес премьера вызовет у школьников, которые сейчас знакомятся с творчеством великого русского прозаика. Юлия Момотова, Олег Жуковский, телеканал «Юрган».